Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Так, ну, это тот же день, мы с Танзилой сегодня решили вот так вот выполнить мой заказ, заодно и для вас снять, и будет по одному ролику. Значит, у меня сейчас идут котлеты по-киевски. Тут фарш куриный, лук. 250 грамм лука, 3 кусочка хлеба, намоченного в молоке. В молоке вымоченный хлеб немножечко. Чайная ложка соли. Ну, все будет в описании. Чайная ложка соли, острый перец, красный перец. И хорошо перемешать этот фарш. Да, но в первую очередь, друзья, нужно сначала приготовить. Начинка может быть разная. Можно просто отдельно масло, можно отдельно сыр. У нас будет как бы ассорти. Тут у нас сыр, сливочное масло, немного чеснока и зелень укропа. Все это перемешаем. Пленку возьми, да. Все хорошенечко перемешаем, сделаем колбаски и заморозим, чтобы потом уже делать начинку для наших котлет. Так, ну вот так вот колбаской было заморожено у нас мясо с сыром. И будем вот так вот делать из него брусочки, чтобы их класть в середину наших котлет. Ну, котлеты по-киевски, это, конечно, сказано, наверное, громко. По-киевски они должны быть из отбивной. Это упрощенный вариант из фарша, которые... Не слишком много? Ты не думаешь? Смотри, теперь мочить руки. Я Смачивай. не могу в перчатках. Ничего страшного, делай без перчаток. Их же все равно еще готовить надо. Это 120. Сюда. Немного как раз. Руки опусти. Очень формально. Вот Хорошенечко, чтобы не распустились, сыр не вытекал. Сперва мука. Обваливать сначала в муке. Лучше сначала их налепить, положить в отдельную емкость. Все. Ну да, мы сейчас просто 2 котлетки покажем. Приготовить все вот так вот. Разложить в емкость, чтобы не пачкать руки. Потом обвалять в муке, в яйце и в панировке. Садна, минуточку, сейчас я тебе. Лайфхак, да? Да. Ну, я не знаю, что. Сейчас микрофон прицеплю просто. Просто вилкой возьму. А? Просто вилкой и сухари. Так, я сейчас, наверное, покажу сухари, какие мы используем. А куда ты дела баночку из-под сухарей? Можно волшебным дерево. Руки не поднимай, чтобы было видно. А ты что, выбросила, что ли? Вон она стоит. А, да. Вот они очень красивые. Я заказывала на Валберс. Такие сухари. Волшебное дерево. Можно и пакетики волшебное дерево. Ну, фирмы волшебного дерева купить. У них тоже бывают красивые сухари. Вот так вот. И вот так вот все котлеты налепим. Так, ну вот, котлеты тоже у нас налеплены. Так, мои дорогие, и хочу вам сейчас показать подарки, которые мне прислала моя подписчица Алевтина. Мы, изредка с ней переписываемся. Она еще общается с моей дочерью. И сегодня у меня с Валбериса нужно было привезти вот эти вот картинки. Не знаю, видно, не видно. Ну, по-моему, немножко
И неправильно они прибили, не знаю, как-то, ну, или привыкать мне к ним нужно. Ну, так вроде бы и ничего. Просто эта стена у меня всегда была пустой. Мне хотелось сюда что-то купить, но никак не доходили руки куда-нибудь поехать. Вот на съемке они не смотрятся, а так вживую, знаете, так красиво смотрятся, если честно. Вот, смотрю в камеру, они не очень-то. Ну ладно, посмотрим. И, может быть, что-нибудь вы напишите. И я сыну говорю, что нужно ехать ну, забрать. У нас тут рядом как раз так хорошо открыли Валберес. Прям здорово, я часто заказываю что-то, потому что мне ездить, покупать что-то бывает накладно. И мне, правда, Ибрагим не говорил, но и оказывается, что у меня еще и вот такие вот подарки прислала моя подписчица Алевтина. Сейчас я вам распакую и вам тоже покажу, что я не знала об этом. Я просто как сказала, что у меня сломалась овощерезка. И вот, видимо, она решила мне ее купить. Я с ней уже связалась. Мне очень неудобно. Я не знаю, сказала, очень неудобно. И не хотела, чтобы она, конечно, тратилась. Но я ее поблагодарила уже лично. Так что, а вам просто покажу, что же она мне прислала. Что-то русских слов даже нет, по-моему. И инструкции нет, как я вижу. Так, ну тут вот есть разные съемные ножи. Да, нет тут ни одного русского слова. Такая экономка для картошки, чистить картошку. Это чтобы чистить насадочки эти. Несколько насадок таких вот. Есть вот такая вот штучка, чтобы держать овощ какой-то и натирать. Ну, вот. Вроде бы так визуально очень хорошенькая. Мне самое главное, что нужно, вот это что вот тут. Для того, чтобы делать манту. Так. Вот инструкция, вот. Ну, там тоже ни одного русского слова. Ну, в принципе, тут ничего и не надо, конечно. Все понятно и так. Так, ну-ка. Вот это вот самое мне нужное для мант. Резать лук. А это очень хорошо для кубиков на винегрет, на это самое, на картошку фри тоже очень хорошо. Спасибо большое. Огромное спасибо. Я все собиралась, конечно, купить себе, но никак, если честно, не знала, какую фирму мне выбрать, чтобы более прочнее была, потому что они все-таки ломаются, когда много работаешь. Вот такие вот дела. Так, здесь. Все. Я это все перемою в теплой мыльной воде. И уже буду сегодня, наверное, даже резать лук для мант. Это овощерезкой. Надеюсь, она будет прочной. Так, ну пока отставим. Вот так вот. Так. У меня
то у меня накладка получилась, что жарили, не осталось котлет жарить, то у меня накладка получилась, что пока я настраивала камеру, пока я тут собиралась, масло перегрелось и переположила эту котлетку по-киевски, слишком горячее масло, теперь запекаю в духовке. Но в ролике она будет идти впереди. Так, сейчас я это распакую, посмотрю, я даже не знаю действительно, что это такое, но это контейнеры, скорее всего, так по виду, визуально вижу, что это контейнеры. Сейчас посмотрим. Так, сегодня на ифтар сын попросил, вчера еще, правда, просил вареники с картошкой. Вчера я уже картошку сделала. Так, на послеобеденный намаз. Так, ну и вот такие вот контейнеры, их 100 штук, с крышечками они. Спасибо огромное, Алевтина. Приятно, конечно, но все-таки с другой стороны неудобно, что люди тратятся. И вот такой вот тоже контейнер. Тоже очень, причем он, знаете, такой, который я покупаю, они такие пластиковые, а это прям такой пластик, конечно, тоже, но такие лощеные, прям красивенькие, симпатичные. Вот так вот. Где вот, ну, небольшой заказ, можно отправлять в них. Очень удобные будут. Ну, вот так вот закрываются, просто надо было хорошенечко придавить. Вот такие вот контейнеры. Спасибо огромное, Алевтина. Все. Очень пригодятся. И вот такую вот силиконизированную бумагу для выпечки. Она мне тоже очень часто приходится ею пользоваться. И даже иногда я много трачу их, когда вот отправляю заказы. Все-таки кладу туда вниз силиконизированную бумагу, чтобы просто в пластик не ложить. Чтобы было более-менее. Хотя есть у нас и подложки специальные, красивые. Надо будет их тоже купить, скорее всего. Посмотреть, Танзила уже пользуется ими, а я как-то не покупала. Вот такие вот под выпечку покладут, такие кружевные белые. Вот тоже можно взять, чтобы просто не класть. Очень удобная, между прочим, друзья, вот эта вот силиконизированная бумага. Положить, и противни практически чистые, просто протер и все. После хоть что, хоть кур жарь, хоть что жарь, не пачкаются противни. Она и для обычной выпечки, ну, в смысле, для кондитерской выпечки, да, тоже очень хорошо. Но вот когда еще я-то, в принципе, больше с мясом связана, вот когда я жарю кур, что-то такое, так, не буду шуршать с микрофоном, то она очень здорово помогает именно, чтобы не пачкались мои противни. Сейчас посмотрю, что же моя котлетка делает. Так, ну и, мои дорогие, немножко, минуточку с вами поговорю. Насчет, ну, я не буду сейчас озвучивать ни комментариев, ничего, просто мне в комментарии было написано, что, хотя сами они этот ролик не посмотрели. Ролик не посмотрели, но претензия была, что я, ну, не сказала ничего о трагедии, которая у нас случилась. А я в этом же ролике, где был написан этот комментарий, об этом говорю. И в предыдущем ролике было написано, что вот вы ни слова не проговорили. Там, по-моему, два было комментария. Дело в том, что предыдущий ролик был снят еще до происшествия даже, понимаете, друзья? И на второй день я его просто даже не выложила, потому что был траур, была такая трагедия, и я решила вообще ролик не выпускать в этот день. И вы сами заметили, что на второй день у меня два ролика сразу. Потому что, ну, держать этот ролик, выпустить потом еще, это было бы слишком долго и уже было как бы неуместно. Просто после этого большого перерыва я сейчас стараюсь так снимать, с запасом немножко, можно сказать. Хотя многие блогеры, оказывается, так и делают. Но я этого не делала. Я раньше, в принципе, всегда выпускала день в день. Сегодня сняла и сегодня же отправила. И поэтому немножко было мне сложно. Дело в том, что если я сегодня снимаю, сегодня же выпускаю этот ролик, то, хотя сегодняшний ролик, если даст Всевышний, сегодня же и выйдет, потому что котлеты по-киевски мы еще делали позавчера. Но вот сейчас то, что я разговариваю, это уже будет сегодняшнее. А сегодня у нас вторник, чтобы вы не думали. Поэтому вот иногда бывает так, понимаете, ролик снят несколько дней вперед.
И мне очень удобно даже сейчас, вот когда ролик снят, вчера он у меня в запасе, сегодня я могу что-то снять, а потом уже продолжить даже завтра, сказать, что вот это уже вчерашний день, сегодняшний день, но это будет в одном ролике. И для вас ролик, и для меня ролик, и вам хорошо, и мне хорошо, понимаете? Поэтому не всегда спешите обвинять блогеров, в принципе, не спешите обвинять никого, не зная еще ничего. Но в том ролике я и говорю об этом. Человек не прослушал мой ролик, не посмотрел мой ролик, а обвинения мне написаны. Поэтому не спешите. Ну, вот так вот, друзья. Значит, что дальше? Сегодня, наверное, я больше в этом ролике ничего не выпущу, не сделаю. Сейчас я буду делать вареники, потому что уже сколько время? Сейчас я вам скажу, сколько время. Так, уже 10 минут 5. Отдохнула, посидела с вами. Между прочим, сегодня уже сделала 12 килограмм мант. И теперь буду лепить вареники для нас. Не знаю, вот сейчас думаю, просто вареники сварить или все-таки еще и супчик какой-нибудь сделать. Вроде бы у меня и крылышки там есть отварить, просто куриные крылышки, и супчик какой-то сварить, или просто вареники со сметанкой. Сметанка у меня прям превратилась в масло уже. Сейчас попробую его разбавить молочком, чтобы оно было чуть-чуть пожиже хотя бы. Картошка у меня с сыром. Помните, ну как раз в этом ролике сейчас будет то, что Танзила заправляла котлеты по-киевски. Масло и сыр с зеленью. Я туда тоже не такой вот хорошенький кусочек добавила в картошку. Будет тоже, мне кажется, будет вкусно. А жареный лук мы не любим в варениках. Ни мальчики не любят, ни я не люблю. Ни в варениках вовнутрь класть, ни обжаренный лук туда и сверху, чтобы покрывать. Мы просто любим, просто чтобы картошечка была. Ну и, наверное, сегодня уже будет чуть-чуть зелень и сыр внутри. Вот так вот. Поговорила с вами. Котлетки как раз под комментариями в люля было, чтобы показали котлеты по-киевски. Вот так. Ну, потом, может быть, как-то, вы знаете, все-таки не кулинарный влог, мы еще не очень-то хорошо умеем все это делать, во-первых. Во-вторых, как-то и так получилось, что вот именно впритык только получились на заказ котлеты, и это времени у Танзилы было мало, она приехала буквально там на 3-4 часа только, чтобы еще новый фарш делать, еще по-новому, еще новый фарш делать и по-новому, ну, и запекать, чтобы весь этот процесс до конца вам показывать. Просто не было времени у нас. Фарш, правда, у меня был, но вот времени не было. Поэтому, ну, все равно я показала, как немножко, может быть, кому-то пригодится, может быть, на праздники наши кому-то пригодится это. Потому что, в принципе, у нас, что у нас мусульман, что у вас православных, у нас сейчас идет параллельный, можно сказать, пост. У вас пост, у нас ураза, и праздники практически будет один за другим. Поэтому, может быть, кому-то пригодится. И как-то вот как могу, потихонечку буду выкладывать. Но если вдруг что-то будет непонятно, под роликом я, может быть, не буду отвечать, а потом, может быть, уже в следующий раз уже отвечу, чтобы более подробнее что-то как-то, может быть, что-то мы там упускаем. Дело в том, что мы-то это знаем и как-то вот, ну, не соображаем, что показываем для тех, кто это не знает. Поэтому вот как-то так. Ну все, мои хорошие, всех благ вам, мира и благоденствия. Мяшдахотши, адикхелши. Махда уqabul olsun.